Заманчивое предложение в целях подготовки квалифицированных кадров региональным министерством культуры и ведущими установлены договоренности с российскими вузами о целевом наборе абитуриентов из Ингушетии. В настоящее время уже идет прием заявок. Какие специальности смогут освоить желающие и каковы условия конкурсного отбора, уточняла Мадина Сдоева. Выпускникам средних учебных заведений получить образование, а работникам учреждений сферы культуры повысить квалификацию представили возможность. Продолжается прием заявок на обучение в ведущих российских вузах в области культуры, кинематографии и искусства на один учебный год. В этом году постановление, оно уже в самой формулировке немножко изменено и звучит как постановление о целевом наборе на обучение, не на прием абитуриентов, а на обучение. И если так коротко сказать, оно в целом как бы подчеркивает и гарантирует обучение абитуриента не только на период поступления, но и на период обучения в вузе или в колледже с гарантированной, уже прописанной в директивном документе, с гарантией того, что он вернется в то место, откуда был, в общем-то, направлен на обучение. В списке 8 профильных вузов страны, с которыми достигнута договоренность, выделены учебные места, будут подготавливать квалифицированные кадры для сферы культуры и искусства республики. Есть здесь среди перечня этих вузов не чисто выраженные такие, скажем, вузы. Это, например, строительный колледж ростовский. Туда есть там направление архитектура, дизайн. Поэтому мы приняли такую заявку тоже. Ростовский, Южно-федеральный университет в городе Ростове-на-Дону, Донской университет технический, тоже архитектура, дизайн, строительство. Кроме того, это, конечно же, наши московские вузы, лучшие вузы страны, можно сказать, в области кинематографии и театрального искусства. Это Государственный институт театрального искусства, ГИТИС, как мы привыкли говорить, Институт кинематографии всероссийский имени Герасимова с набором тех специальностей, которые были интересны нашим абитуриентам в первую очередь. И, конечно же, тех специальностей, которые востребованы и нужны, остро нужны, можно сказать, на сегодняшний день нашей республике, и сфере культуры в том числе. Абитуриентам предстоит пройти прослушивание. Самых талантливых ребят из числа желающих поступить в ГИТИС выявит специальная комиссия. У нас ежегодно работает комиссия, выездная комиссия в республике и в республиках Северо-Кавказского региона. Приезжает выездная комиссия преподавателей ГИТИСа и устраиваются прослушивания молодых людей, которые решили связать свою, скажем так, судьбу профессионально с театром. И в данный момент министерство как инициатор выступило в этом деле, и были направлены письма во все наши близлежащие регионы, северокавказские и южные, с тем, чтобы желающие могли направить свою заявку, подтвердить свое желание поучаствовать в этих прослушиваниях. Так что не стоит бояться ставить высокие цели, тем более шанс к осуществлению и не один имеется. А за дополнительной информацией и справками всегда можно обратиться в Министерство культуры и архивного дела республики. Мадина Сдоева, Рамазан Ахильгов, Наиб Цачоев, Вести Ингушетия.